Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас отсыпочка на вашу жизнь, вернее на то, что вас ждет. Давайте посмотрим, что скоро в вашей жизни начнется и что в вашей жизни закончится. Загадайте на себя, спросите просто, чего мне ждать, что начнется, ну и что закончится в моей жизни. Также вы можете загадать свой срок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересненько, очень даже интересненько. Ну, давайте начнем с того, что в вашей жизни скоро начнется. Тем более я вижу знаки судьбы, то есть это вам по-любому по судьбе. Вот хотите вы этого, либо не хотите, все равно это в вашей жизни скоро начнется. Ну и закончим тем, что закончится. Так, ну, прежде всего, вот смотрю я на вот эту птичечку. Смотрите, какая красоточка сидит на гнездышке. Довольная, счастливая. Смотрит она в центр цыпочки. Ну вот случилось, получилось. Птичка сидит в своем гнезде. А для кого-то гнездо — это дом, да, ваш дом, место, где вы можете почувствовать себя спокойно, комфортно, хозяйкой, либо хозяином, да, у себя дома. А у других отыграется это именно семейная жизнь. И вы сидите в этом гнездышке, ждете своего партнера. Создаете уют, красоту, да, окружаете свою жизнь себя любовью, радостью, счастьем. Просто замечательно. Счастливая птичка в своем гнездышке. Если по какой-то причине вы, ну, скажем так, не дома, либо нет такого места, которое бы вы могли назвать своим гнездышком, своим домом, то совсем скоро такое место у вас точно будет. И вы вот прям комфортненько так сядете, да, будете вспоминать мою цыпочку и думать, как же все замечательно сложилось в вашей жизни. Так, еще здесь у вас бабочка. Бабочка. Но это легкость в жизни, легкость. У бабочки большие крылья, бабочка красивая, она нектаром питается. Вот и вы, как эта бабочка, почувствуете легкость, какой-то красотой вы будете окружены. Может быть, это ваша красота, да? Какие-то преображения, изменения у вас произойдут. Может быть, вы сами постараетесь, да, в красоточку превратиться. Хотя вы и так, я вижу, очень красивая женщина, либо мужчина. Может быть, что-нибудь такое сделаете с собой, но просто будет глаз не отвести. Красота, легкость, удовольствие. Вот такие моменты в вашей жизни начнутся. Еще я вижу сердце. На сердце два человечка друг на друга смотрят. Сердце одно и сердце большое. Вы, мои хорошие, как хотите, но у кого-то прям любовь. Любовь на пороге. Причем любовь взаимная, сильная и очень счастливая. Потому что сердце у нас очень-очень светлое вышло. Светлое. Знаете, без всяких там осечек, недомолвок, проблем, запретов, блоков, там, не знаю, секретности. Вот идет любовь. Любовь взаимная, сильная и счастливая. Вот оно, прекрасное сердце. Так, дальше, мои хорошие. Здесь начнется какая-то новая эра в вашей жизни, новый этап в вашей жизни. Здесь вы какие-то прям отвесные ступенечки прошли, да, взобрались по отвесным ступенечкам, и теперь вы выходите на плато. Плато, где хорошо, где комфортно, где нет стресса, где нет какой-то гонки, выживания, переживаний, проблем. Слушайте, намного все легче станет, намного легче. Так, еще рыбочки у вас тут вышли, они хоть и небольшие,
но они очень перспективны. Это даже не рыбки, это мальки. Это предложение, идеи, мысли, может быть, даже как начало, да, начало какой-то прибыльной работы, денежных начинаний, денежного бизнеса. Что-то вы будете начинать. Здесь 2 рыбки, 2 малька. Кстати, может отыграться и у вас, и у вашего партнера. Либо на двоих, либо у каждого по своей, либо вы будете, грубо говоря, вдохновлять, а ваш партнер будет это все реализовывать. И так может отыграться. Но здесь явно улучшение финансового состояния, финансового благополучия. Еще у вас здесь, смотрите, дракончик, он в полете, он летит, он маленький, но он летит. Дракон — это всегда успех. Это успех, это достижение, это запредельные высоты, да, на которые поднимается этот дракон. Опять же, дракона все боятся, все уважают. Это сила, это мощь. Кто не согласен, тот огнем получит. Дракон этот ваш, он летит у нас от центра вправо, смотрит вниз, смотрит, кстати, на эти 2 рыбочки. Знаете, такое впечатление, как вот все сойдется. И возможность появится, и энергия прибудет, и время вам пришло, да, добиться успеха, максимального успеха в своей жизни. Очень хороший момент. Так, еще какая-то новая дорожка вам откроется в места, либо в место, где вы раньше не были, либо даже не подозревали, что вы туда можете попасть. Вот прям новое. Даже такой еще информации у вас в голове нет. Что это за место? Но дорога туда вам откроется. Это будет впервые с вами. Вы 100% туда попадете. Пойдете ли, поедете ли, полетите, поплывете. Да, у каждого ведь по-своему отыграется. Но в новое место. Кстати, место очень хорошее. Очень хорошее. Вам там очень понравится и очень будет комфортно. Комфортные условия вас там ждут. Так, еще новое. Ну, у кого-то ребеночек будет, да, и начнется новая жизнь с лялечкой, с ребеночком. А у кого-то отыграется, что вы, например, бабушкой станете, либо дедушкой. Да, вот новая роль в жизни идет. Что-то беспокоиться немножко, конечно, будете, переживать будете. Либо на первых этапах как-то, знаете, понервничаете. А потом просто замечательно. Вы в этом ребеночке души чаять не будете. Очень хороший знак. Еще я вижу стрелу, которая вверх направлена. Стрела. Причем я не вижу лука, я просто вижу стрелу. Но она еще не выпущена, она просто вот направлена вверх. Это знак того, что дела пойдут в гору. Да, начнется такая пора в вашей жизни, что дела пойдут в гору. Вы прям сами будете ощущать, что вы себя гораздо лучше, комфортнее чувствуете, что настроение у вас улучшается, что не все так плохо, да, и какие-то события происходят интересные вокруг вас. Опять же, и любовь, и гнездо, и, смотрите, и рыбки, и дракон. И все это вышло с правой стороны. И даже подкова вам вышла с правой стороны. Хоть и небольшая, но все равно вышла. Еще у вас здесь очень сильный человек сидит. Человек вот прям фигурой похож на гору. Может быть, это его фигура в прямом смысле слова, да, такой большой мужчина, мускулистый, накачанный, высокого роста. А у кого-то отыграется, что это его характеристика. Мужчина как скала, такой надежный, суровый, ответственный. И за ним вот как за стеной, да, говорят, замужем как за стеной. Какой мужчина вам вышел. Прям силач. Он вам правую руку подает. Правую. Не левую, правую. Честный будет с вами. Честный. И с этим человеком у вас будут очень честные отношения. Это не обязательно, что это ваш будущий муж. Может быть, это ваш будущий друг. Либо будущий покровитель. Да, человек, который может чем-то, либо в чем-то помочь. Причем по правому делу все будет очень-очень честно. Надежный очень человек вошел в вашу жизнь. Так, теперь давайте посмотрим по левой стороне. Что же закончится совсем скоро? Что закончится в вашей жизни? Ну, здесь какой-то треугольник, треугольные отношения. Причем, ну, смотрите, треугольники ведь тоже разные бывают. Любовные бывают, да? А бывают, когда влазят родственники, когда вот не дают паре спокойно жить.
Да, вот третий лишний. В любом случае, это третий лишний. Вот треугольник перестает существовать. В парочка у меня остается, а вот третий лишний отпадает. Так, еще какого-то козла показывают. Козла с такими огромными рогами, как у оленя прям. Ну, тут человек просто выдающийся. Здесь козлометр просто зашкаливает. Ох, противная личность. Это может быть и на работе у вас такой человек, и в семье может быть такой человек, среди родственников, среди близких людей. Может даже по соседству быть. Человек, который постоянно бодал вас этими рогами. Не было ни покоя, ни спаса от этого человека. Это уходит, это заканчивается. Либо бодливость его заканчивается, да, у кого-то прям так и отыграется, что рога отпадут. Потому что здесь один рог вроде держится на голове, а второй вот где-то в пространстве болтается. Да, отпадут рога, либо кто-нибудь собьет эти рога, и бодаться будет просто нечем. Ну, либо человек в корне поменяется, да, поменяет свое отношение, поменяет свою жизнь. Там, возьмет, купит себе билет в какую-нибудь там неизвестную сторону, возьмет да и уедет. Придете так один раз на работу и ахнете, скажете: о боже, какое счастье, да, нет этого человека, аж дышать легче стало. Ну, в общем, козлов у вас явно будет поменьше. Так, еще я вижу какую-то веревку, которая к вам была привязана, да, кто-то дергал за эту веревку, вам не давал идти вперед. Может быть, это какие-то долги, может быть, это какая-то ответственность, может быть, это какие-то обязательства. Но что-то такое серьезное было, что не давало вам идти. Да? Как на веревке вы были. Не на цепи, но на веревке. Веревка эта отпадет. Либо сами развяжете, либо она сама отпадет. Свобода идет. Вы получите свою свободу. Ограничение закончится. Да? Привязка к чему-то, либо к кому-то закончится. Так, еще закончится какой-то секрет, тайна, что-то скрытое закончится, скрытое, скрываемое, делаемое за вашей спиной. Да, может быть, кто-то от вас секреты имеет, может быть, кто-то против вас что-то делает. Это закончится. Закончится, там свет над этими людьми горит. Да, и все четко и ясно, что происходит, кто что делает. А при дневном свете, извините, плохие дела не делаются, да, как-то не камильфо их делать. Условия, может быть, поменяются. Так, еще закончится какая-то борьба. Борьба, причем борьба достаточно долгая и травмоопасная. Борьба, где вы и где вас. Давайте будем честны, вот как я вижу, и вас, и вы. Борьба — это с кем-то, и причем за что-то. Это может быть конкуренция, это может быть противостояние, соперничество, это может быть просто нелюбовь к кому-то. Да? Человек вот прям не полюбил вас и начинает создавать вам проблемы. Здесь борьба закончится. Закончится стеной между вами. Здесь стена, причем стена глухая. То есть даже если очень хочется, да, атаковать, не можешь, потому что стена мешает. Вот как преграда появится. Преграда. Так, еще мне показывают мужчину, который вот как на ковре-самолете летает, как путешественник, не знаю, перелетная птичка. Сегодня здесь, завтра там. Может быть, это его способ жизни. Может быть, он так работает, да, постоянно в каких-то поездках, полетах, отъездах, разъездах. Вот тоже заканчивается. Его ковер-самолет спускается на землю. Да, то есть он перестанет постоянно быть в разъездах, он перестанет куда-то уезжать. Так, еще закончится чье-то доминирование. Но знаете, как будто бы кто-то пытался над вами доминировать. Ну, человек абсолютно недостойный. И, в принципе, доминирование, это, сами понимаете, да, это неблагородно и фу-фу, как противно. Может быть, вы были в паре с таким человеком, да, и человек все время пытался за ваш счет самоутвердиться. Может быть, постоянно пытался на себя перетянуть одеяло, вот типа доказать, что я там самый умный, самый главный, там слушайтесь меня, бойтесь меня, не знаю, делайте, как я сказал. Но вот идет мне образ мужчины, который, ну вот всем и вся пытался доказать, что он крутой. Крутой, главный, сильный, смелый, не знаю, там, умный, самый красивый.
самый успешный, да, вот какое-то доминирование. То есть он принижал вашу значимость, кстати, не только вашу, да, может быть, вообще, в принципе, вокруг всех людей. И вот себя всегда вот грудь колесом и на первое место, что вот он я, смотрите, смотрите на меня, трепещите передо мной, все там ниц упадите передо мной. Вот он как доминированием этим занимался, да, либо пытался, да, как-то утвердиться за счет других людей. Вот это закончится. Слушайте, это такая дурь, это такая блажь у него в голове была. Вот, не знаю, ветер такой подует, прям в голову ему подует. Может быть, высшие силы ему подуют, а может, вы что-нибудь там скажете, выскажете. То есть у него желание доминировать раз и навсегда отпадет. Просто раз и навсегда. Этот человек станет вполне себе нормальным, адекватным и даже, я бы сказала, услужливым. Вот, услужливым, таким, знаете, уважающим чужие границы, чужие интересы, таким чутким даже, возможно, в какие-то моменты станет. Ну, в общем, такое больше не повторится. Если честно, для вас, возможно, даже будет загадкой, да, что с ним произошло. Но здесь явно что-то произойдет. Буквально, вот знаете, сон приснится, и вот он напугается от этого сна, либо наконец-таки поймет, что нельзя быть таким. И вот поменяется, уйдет с него это, сойдет с него это доминирование, либо желание быть доминантом. Прям совсем другой становится этот человек. Вот таким этот человек вам будет нравиться. Вот с таким человеком вы готовы общаться и что-то вместе делать, не знаю, детей растить. Вот. Хорошая перемена. Кстати, перемену в этом мужчине как ключевую показывают. Может быть, вы натерпелись от его этого дурного характера и такого поведения. Но вот это произойдет. Прям ключевым событием показывают. Так, что еще уйдет из вашей жизни? Что закончится? Какие-то страхи уйдут. Страхи, переживания, опасения, тревога, тревожность, депрессия. Да, вот то, что вам не дает спать по ночам. От чего у вас бессонница, от чего вы всегда уставшая, от чего вам всегда плакать хочется, да, глаза на мокром месте. Но мне идет как состояние тревожности, депрессии, тревожности, страхов, переживаний. Вот это уйдет. Не могу сказать, каким образом, либо благодаря чему это закончится, но вижу, что закончится. Вы намного станете бодрее, веселее, активнее. Вот тревожность точно уходит, страхи точно уходят. Улыбка приходит, уверенность в завтрашнем не приходит. Знаете, вот это позитивное мышление, что завтрашний день будет лучше, чем сегодня. Хотя сегодня тоже было очень даже и неплохо. Вы вообще другая становитесь. Либо если смотрит меня мужчина, другим становитесь. Такие серьезные метаморфозы. Смотрите, с правой стороны бабочку показали, да, а с левой стороны вот эти мысли прям высыпаются из вас, тревожные, переживательные. Уходит, все это уходит, мои хорошие. Жизнь здесь точно будет меняться. Вот кто зашел на эту отсыпку, вот поверьте, ваша жизнь точно поменяется. Мне вообще идет, что этот год для вас какой-то особенный, год запланированных перемен для вас. Да, новая эпоха, новая эра в вашей жизни начинается. И именно в этот год. Здесь много разных будет событий. Будут прям совсем маленькие капелюшные события, которые, может быть, вы даже и не ощутите, не заметите. Но они тоже сыграют ключевую роль. Здесь вообще все интересно. Мне очень нравится венец. В венце 2 столба. Да, 2 столба, на которые вы точно будете опираться. Дракон, мне этот очень нравится. Дракон редко приходит. Особенно вот когда он летит в венце. Вообще крайне редко. Это самый лучший знак успеха и достижений. Того, что ваша жизнь 100% поменяется в лучшую сторону. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.